День, уважаемые участники проекта и члены жюри Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц. Меня зовут Чумакова Ирина Алексеевна. Я являюсь руководителем театрального кружка, автором-разработчиком проекта социальной направленности, руководителем проекта «Пера Богатырь», постановки школьного театрального кружка «Язычко Жюве» с серебряной звездочкой ко Дню славянской письменности. Наставником проекта является Меньшенина Антонина Васильевна, почетный житель села Межата, краевед, человек с большим опытом управления школьными проектными командами, знанием истории сельского поселения Межата. В команде проекта учащиеся 9 класса Межадарской школы Кутькин Илья и Кутькина Тамара, активные участники муниципальных и республиканских конкурсов, исполнители главных ролей постановки Гирка. Многие жители нашего села не имеют возможности посещать театр. В Доме культуры нет театрального кружка. Из года в год падает интерес детей, сельчан к родной культуре, к родному языку. И эта проблема стоит не только в нашем поселении. Недаром в стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года одним из приоритетных направлений является реализация программ по сохранению традиционной культуры народов страны, развитию межкультурного диалога, вовлечению молодежи в творческую деятельность. Поэтому в 2022 году был разработан проект «Пера Богатырь». Это постановка школьного театрального кружка. Мы хотим привлечь внимание подростков и молодежи села, района, республики к изучению и пониманию культурных ценностей родного края, вызвать интерес к сохранению богатого культурного наследия нашего народа. Подготовка спектакля на коми языке поможет нам не только организовать досуг, но и раскрыть и развивать способности и таланты ребят. Для реализации проекта учащимися школы, родителями, жителями сельского поселения будут сделаны костюмы, снаряжение коми-охотника, декорации. Свою постановку мы покажем не только на сцене Дома культуры, но и в других сельских поселениях. Примем участие во всех творческих конкурсах, проводимых на уровне муниципалитета и республики, что значительно расширит масштаб проекта. Для реализации проекта на более высоком уровне нашему кружку нужен национальный костюм, так как национальный костюм – это не просто одежда, это связь с историей и культурой народа, его традициями и обычаями. Очень нужны нашему коллективу народные музыкальные инструменты для озвучки эпизода постановки, что сделало бы выступление детей более колоритным, ведь музыкальные инструменты коми связаны с охотничьим образом жизни, обрядами. Много декораций мы сделаем своими силами из нетканого материала ДВП. Однако наш коллектив много гастролирует, декорации быстро приходят в негодность. Чтобы сделать их более долговечными, нужен более дорогостоящий материал – фанера, монтажная пена, лак. Качественные декорации прослужат нашему коллективу много лет, будут украшением постановок. Мы уверены, что реализация проекта способствует сохранению традиционной культуры родной земли, развитию межпоколенческого диалога, вовлечению молодежи в творческую деятельность. У нас много планов на будущее, ведь у нашего народа много легенд и преданий. Мы сможем сохранить связь времен.